Уважаемые сограждане, уважаемые коллеги, в городе Саранск 1-2 июля 2026 года прошла международная конференция высокого уровня «Всемирная сокровищница родных языков. Оберегать и лелеять». Эта конференция была третьей по счету, проведенная в Российской Федерации в рамках десятилетия коренных народов мира. Первые две конференции. Первая была проведена в 2022 году в Москве, вторая конференция была проведена в Санкт-Петербурге в 2024 году. И очередность проведения этих конференций, они проводятся раз в 2 года. Значит, десятилетие языков народов мира, напомним, оно было объявлено в 2022 году, и оно будет продолжаться по 2032 год. И вот наша конференция, что и первая, вторая и третья конференции, они свидетельствуют о том, что наша страна, Российская Федерация, является своеобразным флагманом в деле реализации международного десятилетия языков народов мира. И надо сказать, что и само это десятилетие тоже во многом было подготовлено именно опытом реализации языковой политики в Российской Федерации, в частности, конференциями, которые были проведены в России начиная с 2008 года. Это Ленская конференция 2008 года, потом якутские конференции 9, 11, 14, 17 годов, потом Югорская конференция, Грозненская конференция 2021 года. И вот эти конференции, они как раз явились своеобразным стартом и подготовительной мерой по объявлению и проведению международного десятилетия языков народов мира. И надо сказать, что именно Российская Федерация первой из стран ООН создала свой оргкомитет по реализации этого десятилетия. И нам тоже довелось принимать участие в работе этой рабочей комиссии Российской Федерации по десятилетию. И в данном случае вот эта Мордовская, то есть Саранская конференция, она тоже свидетельствует о том, что наша страна, Российская Федерация, неустанно реализует намеченные мероприятия по этому международному десятилетию. На самой конференции в Саранске выступили руководитель Федерального агентства по делам национальности Игорь Вячеславович Баринов, глава Республики Мордовия открыл конференцию. Далее выступили председатель Российского комитета ЮНЕСКО Паршакова Анастасия Валерьевна. И на этой конференции, надо сказать, присутствовали гости из 34 стран мира. Свои приветствия в адрес конференции прислали председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Викторович Володин, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и министр культуры Российской Федерации Ольга Борисовна Любимова. Можно сказать, что конференция прошла успешно. Конференция наметила дальнейшие шаги по реализации десятилетия языков коренных народов мира. На оставшиеся 5 лет на конференции отмечалось, что сейчас вот этот период является именно центром, то есть пиком реализации десятилетия. И в следующие несколько лет, которые остались, еще и весь мир, и мы надеемся, что в первую очередь Российская Федерация реализует все те меры, которые мы наметили, то есть наша страна наметила на это десятилетие. С другой стороны, можно еще сказать, что и по регионам Российской Федерации успешно осуществляется работа по претворению в жизнь тех основополагающих документов, указов, постановлений президента и правительства Российской Федерации, посвященные именно
вопросам разработки стратегии и реализации этой политики в нашей стране. Наблюдается централизация, именно централизация в плане осуществления языковой политики в нашей стране. Мы воочию видим, как руководство страны, федеральный центр, как мы говорим обычно, правительство Российской Федерации берут бразды правления в свои руки и координируют именно из федерального центра все самое основное, что проводится в рамках языковой политики в нашей стране. Ну и те успехи, которые достигнуты в нашей республике, они во многом являются прежде всего следствием языковой политики федерального центра. Ну и особенно надо сказать о том, что многое является результатом именно такого неустанного, целенаправленного руководства со стороны главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Поэтому мы считаем, что языковая политика в нашей стране имеет перспективу, она прогрессивна, она позитивна. И наша задача сделать все возможное от нас, чтобы эта политика в нашем регионе конкретно была во многом успешной. Благодарим вас за внимание.